День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Видим, что в общественных местах далеко не все надевают маски. Насколько это плохо и что с этим делать? И какие есть мнения? Ну, не все одевали маски, уже позволю себе сказать, до определенного времени, пока у нас не появились уже и инструменты правовые, заставить всех одеть маски. Вы к президенту свободно заходите, зачем же вы издеваетесь над людьми? У меня действительно не... Поэтому по маскам, защитным средствам, всякому дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей. Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин не щадя? А где это министр? Я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого, который дает вам право ощупывать, осматривать и ловить людей и снимать намордники. Вы кому подыгрываете? Я так понимаю, Дмитрий Леонидович, у нас здесь присутствуют в зале все здоровые люди. Вы их на карантин посадили перед встречей с президентом, ПЦР-тесты сделали? Нет. А как-то так, вы пришли к главе государства, к президенту, а он же один в Беларуси, и не проверили здесь присутствующих. Что это за отношение к тому, в чем вы меня постоянно убеждаете? Я не зря вам задал этот вопрос, Дмитрий Леонидович, вы правильно сделали, потому что у нас это не принято. Хотя во всем мире к президенту люди не заходят без карантина, я не говорю проверены. Я это специально задал вопрос, чтобы задать следующий вопрос. Если вы к президенту свободно заходите, зачем же вы издеваетесь над людьми? У меня действительно ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивали, вакцинирован, нет, ПЦР-тесты не делали. Ну, одна Качанова возмущалась всегда. Как так, президенту идут, но она ответственна по Минску, а Дворец независимости в Минске, она всегда возмущалась. Ну, повозмущается и сама уже приходит без тестирования. А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну? Так уже, если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю страну. Но не дай Бог, мне поступит информация, что вы начинаете выгонять людей из торговых точек, из метро или автобусов, мало не покажется, потому что это становится, для меня это важно, проблемой политической. Люди друг на друга начинают зверем смотреть. Подняли бучу на всю страну. Я думаю, губернаторы нас услышали. А то вот я смотрю, в Бресте уже штрафовать начали и уже силой коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил, не допускайте этого. И рады я широй душой, что в этой красе величавой, что в этой красе величавой есть доля, есть доля, есть доля и працы моей. И рады я широй душой, что в этой красе величавой, что в этой красе величавой есть доля, есть доля, есть доля и працы моей. В этой части я должен предупредить всех. Это решение, это закон. Президент имеет право принять подобное решение. И маски, и защитные мероприятия,
и вакцинация – это исключительно добровольное дело каждого человека. День Победы, День Победы, День Победы.